С вами Наталья Макдональд в очередном выпуске из Сиднея. Сегодня мы отправились в Мельбурн, чтобы пообщаться с Мэттом Симпсоном на тему товарных валют. Мэтт, спасибо, что нашли сегодня время и пригласили нас в свой офис в Мельбурне. Итак, тема нашей беседы – товарные валюты. Начнем с канадского доллара. Банк Канады заявляет, что падение курса луни на 99% произошло ввиду падения цен на нефть, а не из-за невмешательства Центробанка. Не считаете ли вы, что чиновники уж слишком рьяно себя защищают? Эти заявления связаны с тем, что Центробанк подвергся критике за свою чрезмерную пассивность в отношении улучшения экономики. Цены на нефть падают с июня прошлого года, а канадский доллар начал падение еще в 2011 году. Поэтому заявление в 99% вовсе не обосновано. Цены на нефть просто ускорили уже без того медвежий тренд. А с другой стороны, влияет укрепление американского доллара, что вместе с нефтью приводит к росту курса доллар-кад. Также падает и курс австралийского доллара. Можно ли это падение приписывать падающим ценам на сырье, или же это связано больше с укреплением американского доллара? И как будет формироваться тренд в будущем? Это два элемента вместе взятые. Цены на сырье всегда будут влиять на экономику Австралии, в частности, их падение будет всегда негативно влиять на Ози. Но и американский доллар играет не последнюю роль. В течение этого года я бы сказал, что нужно скорее следить за движением американского доллара. Вместе с сырьем он окажет огромное влияние на австралийский доллар, который будет и дальше ослабевать. Этот тренд практически невозможно изменить. Даже если цены на сырье начнут расти, понадобится еще 6 месяцев, чтобы эффект в экономике и валюте стал заметен. Цены на сырье недавно получили поддержку ввиду прогнозов, что Центробанк Китая вскоре начнет программу количественного смягчения. Можно ли расценивать Китай как драйвер движения курсов товарных валют? И как выглядят товарные валюты ввиду обеспокоенности рынков по поводу экономического замедления в Китае? В этом вопросе нужно отметить два аспекта. Масштабная закупка сырья Китаем влияла на экономики многих сырьевых стран. Это создало рисковую ситуацию. Ее можно описать так. Если Китай чихнет, остальной мир подхватит простуду. Если так произойдет, то такие рисковые активы, как австралийский доллар, будут мгновенно распродаваться. Если экономика Китая и дальше будет замедляться, это очень негативно скажется на австралийском долларе. Какие сырьевые валюты все же будут прибыльными в 2015 году и на какие лучше ставок не делать? Интересный вопрос. Все сырьевые валюты рисковые, но все упасть явно не могут. Я бы сказал, что самой прибыльной среди сырьевых валют является новозеландский доллар. И экономика Новой Зеландии в намного лучшем положении, чем австралийская или канадская. Луни и Ози совершенно не подходят для вложения денег, поэтому я бы дал предпочтение киви. Мэтт, спасибо вам за беседу. Дорогие зрители, наша команда и дальше будет держать вас в курсе всех новостей по мировым валютам. Еще раз мы благодарим Мэтта Симпсона за беседу и до скорых встреч в Мельбурне.